Я продолжаю писать карту дня на 12 ноября. Дальше мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков от овнов до дев, вы можете пройти под этим видео, есть ссылочка, пройти по этой ссылочке, найти по тайм-коду свой знак и смотреть. А мы продолжаем смотреть следующие 6 знаков. Весы. 12 ноября. События дня для весов. 12 ноября. Так, 12 ноября. Смотрим весы. Это пятница. Что ждет в этот день? Сразу вижу цыпленок. Цыпленок – это семейная жизнь или что-то связанное с детками, может быть, с детьми, внуками. Какое-то, да, событие, мероприятие. Казенный дом. Какое-то госучреждение, госструктура. Может быть, какие-то кружки государственные нужно будет, да, отвести детей, внуков, племянников, крестников. Деньги, прибыль, получение прибыли. Неприятность может произойти какая-то еще в этот день, так что будьте внимательны. В этой колоде тут непонятно, да, то есть это по вашей причине или это какие-то внешние обстоятельства. Поэтому тут вот надо быть, как говорится, начеку. Злые языки, решится какое-то дело, какой-то вопрос у вас, возможно, вот в госучреждении, да. Вы получите приятную, радостную новость. Так, и проверяем периметр для вас. Смотрим. Здесь нет. Нет совпадений, нет. Теперь здесь по вертикали нет. Так, подкова, да, подковы можно. Подкова – это удача, везение, да, то есть показывает, что вам будет в этот день вести. Вы будете такой везунчик. И еще есть, ой, я все поломала. Есть свечи, это свечи всегда показывают оптимизм, да, такую веру в лучшее будущее, да, то есть когда мы очень оптимистично настроены. Так, хорошо, смотрите, значит, что получается. У вас однозначно первое событие, что-то связанное с детками, да, тут я уж не знаю, что это, кто это. Это ваши внуки, дети, племянники, то есть вот какое-то событие с детьми связанное. Получение прибыли, посещение какого-то госучреждения, неприятность может быть, будьте внимательны. Злые языки, завистники, радостная новость, решится какой-то вопрос, вам вообще везет, да, поэтому тут у вас все и получается. Дела решаются, да, и деньги получаете, все. И с неприятностью, я думаю, вы тоже разберетесь благодаря вот этой удаче, везению, стечению обстоятельств каких-то удачных. И, да, вот есть такой оптимизм у вас в этот день, да, вы очень оптимистичны. Поэтому, ну, вроде как день неплохой, да, то есть вот если будете внимательны, то все должно быть замечательно. Так, весы, благодарю вас за внимание. Переходим к скорпионам. Так, смотрим. Значок скорпиона вложим и смотрим скорпиончиков. Что там 12 ноября приготовила для скорпионов? Покажите мне, пожалуйста, 12 ноября. 12 ноября. События дня для скорпионов.
Так, скорпиончики, смотрим, что там может быть. Так, уже вижу сразу чемоданчик, разлука. Можете куда-то уезжать или можете кого-то провожать. Вижу также мгновенную какую-то новость, информацию приходит. Ну, это, скорее всего, смс, когда или письмо на электронную почту. Подарок не получается. События в доме. Может быть, это имеется в виду не прям в доме, может быть в семье, в роду с какое-то событие. Может быть, вам ехать надо, да, на это событие. Так, проверяю. Вижу еще свидание у вас. Свидание. Здесь ничего. Нет. Нет. Смотрим теперь вертикали. Нет. Нет. Неприятность. Да. Неприятность может быть. Неприятность. Друг рядом. Может быть, с другом будет связана какая-то неприятность, какой-то ЧП. С другом, подружкой. Здесь нет совпадений. И здесь нет карточки, мы не можем проверить. Значит, что получается? Разлука, расставание, да, с чемоданом. Вы уезжаете, кто-то уезжает. У каждого будет по-своему. Вы получаете информацию. У вас какое-то событие в доме. У вас свидание. Может быть, в этот день. Неприятность. Неприятность это часто бывает опоздание, да, очень часто проигрывается. Что-то где-то потеряли, не взяли, да, вот забыли, там кошелек, карточку, телефон, да, то есть не взяли зарядку, что-то там поломалось, да, то есть неправильно где-то заполнили. Ну, то есть какие-то наши такие, знаете, вещи, которые периодически с нами происходят, небольшие такие ЧП. Поэтому тут просто нужно быть очень внимательным. Возможно, получится избежать. Ну вот как вариант, может быть, да, это будет как-то связано с другом. Либо друг поможет разобраться в этой неприятности. Да, что-то произойдет, и вот если вы обратитесь, да, к другу, друг, может быть, поможет в этой ситуации быстрее, да, вот как-то там, например, привести, подвести, отвести что-то, да, то есть вот, может быть, надо будет, скажем так, попросить друга помочь, подружку. Вот такие события у меня для вас. Благодарю за внимание. Скорпиончики. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. Стрельцы, 12 ноября, пятница. События для стрельцов. Покажите мне так. События для стрельцов. Что-то тут у стрельцов все разлетается.
Удача, везение. Первая подкова. Уже хорошо. Пустые разговоры, колокольчик. Да, будете звенеть, как колокольчик. Тайное свидание. Может быть. Ножницы. Разрешается какой-то вопрос, какое-то дело. События в месяце, то есть что-то, что вы делаете каждый месяц. Ножницы, да, и каждый месяц. Может быть, поход, да, вот к мастеру, к парикмахеру. Интимная связь. Интимная связь. Так, и я смотрю периметр еще. Сейчас, может быть, еще что-то увижу. Нет. Здесь нет. Верность еще есть. Ну, тут у вас в личной жизни, я смотрю, все хорошо. Змеи, завистники есть, завидуют вам. Будут в этот день у вас встречи с завистниками. Так, нет. И успех. Ну, так, понятное дело. Посмотрите, какие классные события. Здесь у вас идет счастье, удача, везение, да, по подкове. У вас пустые приятные разговоры, ну, я думаю, что это на свидании. Для вас, возможно, готовится какое-то свидание, может быть, романтический ужин, да, то есть какое-то, вот, ну, что-то романтическое такое, тайное, вы пока об этом не знаете, да, то есть это может быть даже сюрприз какой-то, как вариант. Верность, интимная связь, тут, понимаете, все события. Про личную жизнь хорошие. Плюс есть завистники. У вас какое-то событие, которое происходит каждый месяц с вами, да, вот в этих числах, там 11, 12, 13, и решается какой-то вопрос. Ну, ножницы еще иногда прям показывают ножницы. И успех. Да, то есть день у вас очень-очень хороший получается. Ну, понятно, и завистники есть. Да, потому что тут вот, когда все хорошо, другим это не очень нравится. Благодарю вас за внимание, стрельцы. Переходим к козерогам. Так. Козероги. События для вас. 12 ноября. Пятница. События для козерогов. Покажите мне. События для козерогов. Ух ты, у вас первое солнышко. Вы довольны, вы счастливы. У вас много сил, много энергии. Якорь. Что-то получается закончить, доделать. Ну, энергия есть, да, поэтому можно вот прям тут, прям с утра, может быть, даже получится что-то доделать. Так. Прибыль получаете. Сундук. Деньги.
Корона. Встреча с каким-то очень важным, влиятельным человеком, может быть. Чемодан нельзя. Так, проверяю периметр. Вижу сразу новость. Еще получение новости. События в доме, может быть, в семье. События. Так, здесь нет карточки, не могу проверить. Здесь нет. Нет. Подарок, да. Видите, есть события, покупайте подарок кому-то. Тогда сундучок может как, проиграться как траты. Да, ну, тут прибыль, в принципе, то есть деньги прибывают. Ну, может быть, прибудут, да, и потратите на подарок. Так. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите. Однозначно, прекрасное настроение с утра, много сил, много энергии. У вас получается что-то закончить, доделать. У вас события в доме, подарок, прибыль, встреча с каким-то очень влиятельным, важным человеком. Да, это может быть начальник какой-то, там, налоговый инспектор, это может быть чиновник, да, ну, вот любой какой-то важный человек в короне, да, имеющий власть. И новость. Может быть, он вам, да, принесет какую-то интересную новость. Так что вот такие классные события у вас выпадают на пятницу, Козероги. Отличный день. Благодарю за внимание. Переходим к Водолеям. Так, Водолеи. Смотрим события для вас. 12 ноября. Пятница. Ноября, пятница, события для Водолеев. Покажите, что будет у Водолеев. Так. Смотрите, ожидания. У вас первое событие прям с утра. Вы с утра кого-то или что-то ждете. Ожидание. Так, смотрим еще. Документ. Может быть, документа какого-то ждете. Письмо часто показывает либо получение новости, но иногда еще проигрывается как какой-то вот справка, бумага, документ, прям письмо может быть. Так что вот, может быть, вы ожидаете какой-то бумажки. Скользкое дело, есть рыба. Нужно быть вам очень внимательными с предложениями, которые будут к вам поступать. Что-то могут предлагать очень интересное, да, и заманчивое, но там надо будет вам разобраться в нюансах и деталях. Якорь показывает, что что-то получается закончить, доделать в этот день. Еще исполняется ваше желание. Вот, может быть, да, долго ждали исполнения желания. Подарок. Подарок. Весть нельзя. Неприятность нельзя.
Сейчас смотрю периметр. Нет, нет, нет. Болезнь нельзя. Держит ожидание. Здесь нет, нет, нет. Прибыль не могу, потому что мне нужно перевернуть, а нельзя. Здесь нет и здесь нет совпадений. Значит, смотрите, в принципе, все события у вас тут неплохие, кроме скользкого дела. То есть идет ожидание, идет получение какого-то документа или новости, исполняется ваше желание, вы заканчиваете, ставите точку в каком-то вопросе, может быть, вот связанного, да, с этими документами, получение подарка или покупаете подарок, да, тут, может быть, да, вот исполняется желание, сами себе, да, что-то купите. И скользкое дело. Вот самое-самое важное – это скользкое дело. То есть это какое-то предложение, да, поступает, знаете, вот заманчивое. Но часто очень, да, когда мы с этим связываемся, мы потом жалеем. Да, то есть это, например, какая-то большая скидка, да, или какое-то делают предложение интересное по работе, говорят, ой, это там просто вообще будет класс. Да, вот соглашайся, не задумываясь. Вот как только предлагают, да, говорят, не думай, бери. Вот это точно нужно будет подумать, потому что тут вот что-то не очень хорошее. Вас могут обмануть, да? Рыбку такую скользкую получите. Поэтому смотрите, к любым предложениям будьте очень внимательны. Причем это может быть в любой сфере жизни, да, то есть абсолютно в любой. Это не обязательно работа, это могут быть друг что-то может предложить, в магазине могут что-то предложить, соседка, да, какое-то заманчивое сделать предложение. Вот давай там вместе скооперируемся, да, что-то там купим, да, в подъезд или в дом, и потом в итоге, да, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому вот смотрите, будьте внимательны к каким-то интересным предложениям. Так, рыбки. Смотрим события для вас. 12 ноября. Что там у вас будет? Рыбки. 12 ноября. События дня для рыбок. Покажите мне, пожалуйста. События дня для рыбок. Такое вот ощущение, что я что-то тут пропустила. Ага, ну конечно, вот я чувствую, ну что-то пропустила. Ключик, представляете, самое такое хорошее событие, чуть не пропустила вам. Все в ваших руках. Рыбки будет в пятницу. Деньги. Но мешочек может проиграться как траты, да, то есть не как получение, а как скорее как траты. Верность. Это у вас, у кого есть партнеры, будут замечательные отношения в этот день. Партнеры, партнерши, любимые, кто как называет. Так. Застолье может быть. Вот, может быть, траты на застолье. Придется потратиться. Купить что-то вкусненькое. Прибыль. Ну смотрите, видите, тут и получение есть. У вас есть и получение, да, и вы какую-то сумму тратите из того, что получите. Корона не получается. Так, смотрю периметр. Горизонтали не вижу совпадений, вертикали. Нет,
часы есть. Часы — это, возможно, у вас будет застолье на время определенное, да, допустим, вы договариваетесь, да, там встречаемся в 7, да, и вот будильник показывает, что вы можете опаздывать, можете не успевать к этому времени. Или, допустим, важная дата, да, вот 12 ноября для вас это важная дата, верность может проигрываться как какое-то важное событие для вас, как для пары, да, и вот вы ждете гостей на застолье, допустим. Может быть, годовщина, да, там знакомства, свадьбы, ну, мало ли, какое-то важное событие. Так, нет и нет. Ну, я больше не вижу, смотрите, получается однозначно, да, вот в личной жизни все хорошо, возможно, даже важное событие. Застолье, получение денег, траты, ключик, все в ваших руках, да, тут вот прям все двери перед вами открыты. День очень удачный для вас. И будильник может показывать, ну, тут два варианта, да, либо важная дата, либо будьте аккуратны со временем, да, то есть следите за часами в этот день. Такое для вас предостережение на пятницу, 12 ноября. Благодарю за внимание, рыбки. Все вам показала, все рассказала. Жду, конечно же, вас на своих новых видео.